На муниципальном этапе «Белой ладьи» более 30 юных шахматистов из 9 команд Назрановского района. Цель у всех одна – обыграть соперников. Лисаид Магомеда Яндиева 3 тура уже позади, 2 из которых он одержал победу. Секрет успеха прост – упорство и знание правил игры. Саид Магомед мечтает стать таким же, как и гроссмейстер Магнус Карлсон. Очень рад, что именно наша школа является организатором данного турнира. В нашу школу приехали все школы Назрановского района. Мы с некоторыми подружились, пообщались и даже сумели сыграть. Уже сыграно 2 тура, борьба продолжается. Неясно, кто выиграет. Пусть победит сильнейший. Эти 2 тура для меня прошли успешно. Я выиграл оба тура хорошо с матами. В каждой школьной команде по 4 человека. Правила простые. Ребята играют 9 туров. Контроль времени 15 минут и дополнительные 10 секунд на каждый ход. Поэтому мешкать нельзя. Я занимаюсь шахматой с 7 лет. В «Белой ладьи» я участвую уже 3-й год. Для меня первый раз, когда я был в «Белой ладье», для меня было сложно. Но в следующие годы мне становилось более легче. Было 7 туров, я победил 4 раза, а проиграл 1 раз. Свое предпочтение этому виду спорта во всем мире отдает более полумиллиарда человек. В республике цифры куда скромнее. Однако популярность шахмат растет с каждым годом. К примеру, несколько лет назад еще на одного игрока в Ингушетии стало больше. В этот спорт Муслима Картоева привела тетя. Мальчику так понравилась игра, что в свои 9 он уже умеет мастерски расправляться с соперниками. Я люблю играть в шахматы, потому что это весело и интеллектуально играть. Интересно. Я играю уже 2 года. Я сыграл в 4 турах, соперники были хорошие. Я выиграл 2 раза и 2 раза проиграл. И 1 раз проиграл, 1 раз ничья была. Всероссийский турнир «Белая ладья» в России проходит с 2004 года. Традиционно в нем принимают участие школьники до 14 лет. Главная цель турнира – популяризация шахмат среди школьников, выявление способных игроков и развитие творческих и интеллектуальных способностей. Командный зачет подводится суммарным количеством очков, набранных всеми игроками команды во всех партиях. Мы играем по круговой системе, то есть все 9 команд будут играть между собой. Я замечаю, что очень важно знание правил. То есть доскональное знание правил очень помогает детям. Вот это очень важно. А так все дети уже и в прошлом, и до этого играли. Так, в принципе, команды равные. То есть 1-2 команды чуть посильнее, остальные они по силе равные. Впереди у спортсменов острая и напряженная борьба. Еще бы, ведь победители муниципального этапа смогут сразиться уже на республиканском чемпионате среди сильнейших в апреле. Тамара Хшагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24.